Абдразак, Абдрахман Асади и Ардат Накибия. Профессор Возда, Рахим Лигес. Да. Долларов, полсах, долларов нужно видеть. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلوم أن دين الإسلام هو آخر الأديان السماوية، يعني لا دين بعده. Всем известно о том, что религия – это последняя небесная религия, никакой больше религии после ислама не будет на земле. وسبقته أديان عديدة. И несколько религий мировых, которые были до ислама, прежде ислама. وشرائع ومنهج كثير. И много других религий, и у каждой из которых был свой шариат. بدأت بأبي البشر نبي الله آدم. Начались эти религии с отца праотца человечества Адама, алейхиссалям. ثم تسلسلت الشرائع إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم. И также продолжались все эти мировые религии и шариаты, начиная от Адама и переходя к Нуху и другим пророкам. ونلاحظ أن القرآن الكريم مرة يذكر باسم رسول ومرة يذكر باسم نبي. И мы встречаем в Коране, что один раз может встретиться как Расуль, посланник, другой раз встречается слово Наби как пророк. فهنا نسأل هل هناك فرق بين الرسول وبين النبي؟ И, естественно, задается вопрос, есть ли разница между понятием Расуль и Наби, посланник и пророк? نعم، هناك فرق في المهمة التي وكل بها الرسول والمهمة التي وكل بها النبي. Да, мы говорим, да, это однозначно есть разница между посланником и пророком, теми обязанностями, которые касаются пророка, и те обязанности, которые касаются посланника. النبي هو إنسان أوحى الله إليه بشرع ولكن خاص لقريته وبلدته وليس عاما للناس. Пророк – это тот человек, которому Аллах дает религию, но она касается только его самого и его населенного пункта, его города, его народа. يعني النبي لا يعالج قضايا الناس عامة، يعالج بتشريع من الله ووحي من الله ما يهم بلده أو قريته. То есть здесь пророк, его откровение, которое дается ему Всевышним, касается только его народа, его страны, но это уже не всемирный, так сказать, будет его обязанностью. ولذلك الأنبياء يتعاصرون، يعني في كل وقت يمكن أن يجتمع أكثر من نبي في هذه القرية وتلك البلدة وتلك الدولة، أكثر من نبي. И поэтому мы видим в истории, что одновременно могли проживать несколько пророков, но потому что они все проповедовали для своих народов и своих стран. يعني كل واحد منهم له تعليماته من الله الخاصة لقومه. И поэтому у каждого из этих пророков были определенные откровения, только касающиеся своего народа. أما الرسول فمهمته أكبر. А, конечно же, посланник, у него степень намного выше. الرسول أيضا إنسان أوحى الله إليه بشرع عام لجميع الناس على الأرض. Это тоже человек, который получает откровение от Всевышнего, но это откровение уже касается всего человечества. ولذلك الرسل لا يتعاصرون، يعني لا يوجد رسولان في وقت واحد. И поэтому мы видим, что не может быть одновременно двух посланников одновременно. لأن دعوة الرسول عامة، وإذا وجد رسولان ستحصل شريعتان عامة للناس وهذا فيه تضارب. Потому что и так пророческая миссия посланника касается всего человечества, и не может быть, что два посланника будут с двумя одинаковыми вероисповеданиями, и это будет сложно. ولذلك عدد الأنبياء بالآلاف. И поэтому мы видим, что количество пророков их тысячи. أما عدد الرسل فقليل جدا. А посланников их очень много, очень мало. لا يتجاوز 113 رسول. Всего лишь 113 посланников.
الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر اسم 25 نبي ورسول. В Коране упоминается 25 имен пророков и посланников. ولذلك قال له منهم من قصصنا عليك، يعني ذكرناهم لك، ومنهم من لم نقصص عليك. И поэтому Всевышний говорит, есть те, о которых мы тебе рассказали, есть те, которых мы не упомянули. لكن كان كل رسول ولو شريعته عامة، إذا مات ذلك الرسول انتهى دينه، لابد أن يأتي رسول آخر. Несмотря на то, что у каждого посланника была общечеловеческая мировая миссия, но когда он умирал, его миссия прекращалась, и прекращалась вместе с ним его религия. لأن الرسول لما يأتي غالبا بأمور عبادة الله تعالى، يعني لا يتدخل في شؤون الحياة. Обычно все пророки и посланники, которые приходили, все их послание заключалось именно на поклонении и не распространялось на другие стороны человеческой жизни. فمثلا نوح هو رسول. Как мы на примере Ноя, который является посланником, وكان له شرع. у которого тоже был свой шариат. ولما مات انتهى شرعه خلص. Но когда он умер, все, его шариат уже прекратил свое действие. إبراهيم رسول. То же самое касается Ибрагима, алейхиссалям, وأرسله الله عامة إلى الناس. которого Аллах отправил для всего человечества. لكنه لما مات انتهى شرعه. И то же самое, когда с его кончины прекратилось действие его шариата. وهكذا جاءت الرسل حتى وصلت إلى موسى. И таким образом все посланники были до того момента, пока не пришел в этот мир Моисей, Муса. وموسى رسول. И Муса тоже является посланником. فلما مات انتهى شرعه فجاء عيسى. И когда он ушел вместе с ним его шариат, и после него пришел уже Иисус, Иса. عيسى أيضا رسول. Иса тоже является посланником. فلما انتهى مات رفعه الله إليه. عيسى لم يمت، رفعه الله إليه، أيضا توقف شرعه. И то же самое касается Иисуса, хотя он и не умер, Аллах забрал его к себе на небеса, но с его уходом прекратилось действие его шариата. فجاء محمد خاتما للرسل، والقرآن كتابه خاتم للكتب، ودينه الإسلام خاتم للأديان. И когда уже пришел пророк Мухаммад, который является печатью, последним пророком, и его писание, Коран, является также последним писанием, после которого не будет ни посланников, ни других писаний религий. وهذا يقتضي أنه لا دين بعده. И из этого следует, что больше никакой другой религии не будет. إذن دين الإسلام لما لا يوجد دين بعده، إذن هذا الدين لا يموت بموت نبيه. И исходя из того, что другой религии не будет, с уходом пророка ислама, религия ислама не прекратится. يعني النبي مات، لكن القرآن والإسلام بقي. Да, пророк Мухаммад умер, но его религия и Коран остались. لماذا لا يأتي دين بعده كالأديان السابقة؟ Почему же, как по примеру предыдущих пророков и религий, не будет другой религии после ислама? لأسباب عديدة. Здесь есть несколько причин. أولاً الإسلام جمع كل ما في الأديان السابقة وزاد عليها. Самое главное, что ислам содержит в себе все предыдущие религии, которые были, и еще сверх этого есть дополнительные улучшения для человека. لذلك في القرآن لما يقول إن الدين عند الله الإسلام، بمعنى أنه من آدم إلى محمد، من أول الأنبياء آدم إلى محمد آخرهم، دينهم كلهم الإسلام. И поэтому в Коране Всевышний говорит: воистину религия у Аллаха, пред Аллахом, это ислам. То есть это имеется в виду, что все пророки, которые были, начиная от первого Адама, алейхиссалям, и заканчивая пророком Мухаммадом, были в исламе. لذلك إبراهيم قال وأنا أول المسلمين. И то же самое сказал Ибрахим, алейхиссалям: я первый из мусульман. لأن الإسلام شمل وضم وجمع جميع الأديان السابقة. Потому что именно ислам содержит в себе все предыдущие религии и собрал их воедино и содержит у себя внутри. السبب الثاني أن الإسلام زاد على الأديان السابقة أمورا لم تكن في الأديان السابقة. И еще вторая причина, что помимо того, что ислам содержит в себе все предыдущие вероисповедания, также имеются те вещи, которых не было в других религиях, но есть в исламе. هذه الأمور التي زادها الإسلام على الأديان السابقة تجعل الإسلام صالحا لكل زمان ولكل مكان ولكل شعب إلى أن تنتهي الدنيا.
И именно эти вещи, которых не было в предыдущих религиях, делают ислам такой религией, которая подходит для всех народов во все времена и в любом месте. وأتى بقواعد تصلح لكل الدنيا إلى أن تقوم الساعة. И поэтому в исламе есть законы и правила, которые подходят для всего человечества до конца этого мира. لذلك نجد الإسلام لم يهتم فقط في العبادة والرهبنة كالأديان السابقة. И поэтому мы видим, что ислам не заботится только о формах поклонения или о монашестве, как мы это видим в других религиях. نعم الإسلام نظم العبادة للشخص كيف يتصل مع الله. Конечно, Аллах, ислам упорядочивает поклонение, как должен человек поддерживать связь со своим Господом. لكن بجانب هذا نظم الإسلام السياسة. Но также ислам регулирует и политическую сторону жизни. ونظم العلاقات الدولية مع المسلمين. И также взаимоотношения мусульман с немусульманами. ونظم الاقتصاد كيف يعيش الناس في المورد والمصرف. И то же самое доходы, расходы и так далее, экономическую сторону жизни упорядочит ислам. ونظم الحياة الأسرية من زواج وطلاق وما إلى ذلك. И то же самое семейные взаимоотношения людей упорядочит ислам. ونظم العقوبات على من يسيء من المجرمين. И то же самое уголовное право упорядочивает ислам. فإذا الإسلام بهذا زاد على الأديان السابقة دخل في كل مفاصل الحياة. И поэтому, именно поэтому ислам упорядочивает все стороны человеческой жизни, и поэтому он имеет жизнеспособность существовать до конца мира. واعتنى بتشريعات تحفظ للإنسان 5 أمور. И 5 основных пунктов, которые ислам заботится, чтобы оберегать безопасность и права человека. فأول ما اعتنى الإسلام بحفظ العقل البشري. Самое главное, ислам заботится о сохранении разума человека. لأن العقل الإنساني هو الذي تميز به الإنسان عن الحيوان. Потому что именно благодаря разуму человек отличается от животных. ولذلك وضع الإسلام قوانين لحفظ هذا العقل. И поэтому ислам устанавливает правила для того, чтобы сберечь и сохранить разум حتى человека. يبقى الإنسان منتجا ومفكرا ويطور الحياة. Для того, чтобы человек всегда оставался размышляющим и который будет развиваться. لذلك حرم على الإنسان أن يتناول كل ما يزيل هذا العقل كالخمر. И поэтому ислам запрещает все, что приносит вред разуму человека, такие вещи, как спиртное. لأن المخمور لا يمكن أن يعمر الحياة ولا يطور. Конечно же, пьяный, пьющий человек не может развиваться, не может улучшать земную жизнь. ثانيا وضع الإسلام تشريعات لحماية النفس البشرية. И, конечно же, ислам упорядочивает сохранение человеческой жизни, его души. لأن هذه النفس وما فيها هي ملك الله. Потому что сам человек, его душа является владением, собственностью Аллаха. والإنسان مهما يكن دينه أو لونه أو لغته هو بنيان الله. Потому что человек, несмотря на свое вероисповедание, является творением, строением Всевышнего Аллаха. فلذلك اهتم الإسلام بتربية الإنسان. И поэтому ислам заботится о воспитании человека. وأيضا وضع عقوبات على من يهدم بنيان الله بالقتل والأذى. И поэтому устанавливают строгие запреты и наказания для тех, кто разрушает и убивает людей. ووضع نظاما سماه نظام القصاص. И поэтому установил право мести. وفي القرآن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. И поэтому Аллах говорит о том, что для вас в Христосе в мести, наоборот, жизнь, спасение жизни человеческой. فلذلك قتل الإنسان إيذاء الإنسان هو إيذاء لبنيان الله. И поэтому причинять вред человеку, убивать его, является разрушением строения Всевышнего Аллаха. الثالث هو حماية الأعراض والنسب في الإنسان. И, конечно же, третье, это что упорядочит их, оберегает ислам, это репутацию и происхождение человека, его родословную. بمعنى أن الإسلام وضع نظاما دقيقا تربويا لعلاقة الرجل بالمرأة. Потому что ислам упорядочивает взаимоотношения между мужчинами и женщинами. فالمرأة أم وأخت وبنت وزوجة. Женщина – это мать, это сестра, это дочь, это жена.
والإسلام أقام لها احتراما عظيما И поэтому ислам оказывает очень большой почет к женщине. وجعل قانونا دقيقا لعلاقة الرجل بها. И очень упорядочивает, конкретизирует взаимоотношения между женщиной и мужчиной. ولم يجعل علاقة الرجل بالمرأة علاقة فوضى يعني غير مرتبة. И, то есть они не должны быть беспорядочными, эти взаимоотношения. لأن ذلك يؤدي إلى الدمار والفساد وخراب العوائل. Потому что эти беспорядочные взаимоотношения приводят к разрушению вообще жизни и многих семей. لذلك حرم الزنا وهو علاقة غير مشروعة وغير مرتبة ووضع عليها عقوبة. И поэтому запретил Всевышний прелюбодеяние, потому что это разрушает семьи, и за это наложил строгое наказание. رابعا حفظ المال. Четвертое, это, конечно, имущество человека оберегает ислам. فالمال الخاص محترم ولا يجوز التجاوز عليه. И поэтому личное имущество человека, оно запретно, никто не имеет права на него посягать. والكسب الحلال هذا نوع من العبادة أمام الله. И честный, достойный заработок является одним из видов поклонения. فنظم الإسلام المال كيف تكتسبه وأين تنفقه. И поэтому ислам полностью разграничивает все, как человек должен зарабатывать и на что он должен свои деньги расходовать. تكتسبه بالحلال لا غش ولا كذب ولا سرقة ولا رشوة هكذا. Человек должен зарабатывать только честным путем, не путем каких-либо взяток и так далее, а только дозволенный должен быть его заработок. ثم تنفقه على نفسك زوجتك أبنائك بناتك وما فاض على الفقراء. И должен обеспечивать себя самого, свою супругу, своих детей, а то, что остается, можно жертвовать для неимущих. الخامس حماية الدين. И пятое, конечно же, это сохранение религии. الدين هو الذي ينظم حركة الإنسان. Религия упорядочивает вообще всю жизнь человека. والإنسان بدون دين يعيش كالحيوان. Потому что человек без религии живет как животное. لأن الحيوان يأكل ويشرب ولكنه غير منضبط في تصرفاته. Потому что животные едят, пьют, но они беспорядочно проживают свою жизнь. لأنه لا يمتلك العقل. Потому что у них нет разума. أما الإنسان فمنحه الله هذا العقل وجعل الدين ينظم حركة هذا العقل. А именно человеку Всевышний даровал разум, даровал религию, которая упорядочивает всю его жизнь. وجعل الإسلام رقيبا داخليا على الإنسان. И поэтому ислам делает внутренний надсмотрщик за человеком, даже за внутренним его миром. وهذا عكس القوانين الوضعية. Это не те законы, которые светские законы, которые только за внешней стороной человеческой жизни следят. القوانين الوضعية والدنيوية لا تحكم على الإنسان إلا بالأدلة المادية والشهود. Потому что человеческие законы, они, конечно же, только при наличии свидетелей и доказательств могут вынести суд над человеком. لكن الإسلام علم المسلم أن يكون له رقيبا معه حتى لو نام في غرفة مظلمة فمعه رقيب يراقبه كيف يعمل. А ислам обучает, что у человека всегда рядом с ним находится надсмотрщик, который следит за ним, как он, даже если в темной комнате будет спать, так и днем. فالمجرم إذا فلت من القانون لأنه لا يوجد أدلة مادية عليه لكن لا يفلت من الله لأن الدين وضع عليه رقيبا سريا. Конечно, человек может избежать человеческого закона, если он совершил свое преступление и нет доказательств и свидетелей этому, но он не избежит наказания Всевышнего Аллаха, потому что всегда над ним находится надсмотрщик. الرقيب السري هما ملكان. Этими надсмотрщиками являются два ангела. واحد على اليمين اسمه رقيب. Один из них на правом плече, которого называют Рaqib, واحد على الشمال اسمه عتيد. а второй на левом плече его зовут Атид. رقيب يسجل الحسنات. Рaqib записывает только добрые деяния человека. ولكن الحسنة إذا فعلتها لا يسجلها واحدة يسجلها 10. Но он записывает его не один раз, а 10-кратно. عتيد يسجل السيئات. А Атид записывает прегрешение человека. فإذا فعل الإنسان سيئة رقيب عتيد لا يسجلها مباشرة ينتظر لعله يتوب فلا يسجلها عليه. Но Атид не сразу записывает проступок человека, а ожидает, может быть, человек раскается, тогда это прегрешение не будет записано. لكن إذا أصر عليها ولم يتب عنها ولم يتراجع
يسجلها سيئة واحدة وليس Но 10. если человек не раскаялся и продолжает совершать это прегрешение, то все равно оно будет записано всего лишь ему один раз. إذا أيها الإخوة أنا أختم حديثي بأن دين الإسلام هذا هو السبب الذي جعله الله صالحا لكل زمان ولكل مكان. Чтобы не отвлекать, уважаемые слушатели, ваше внимание, я еще раз хочу вам напомнить о том, что ислам подходит для всего человечества в любое время и в любом месте. يعني هذه الخمسة التي عددتها هل يمكن أن يوجد وقت نقول لا نحتاجها؟ И вот эти 5 гарантий, которые обеспечивает ислам, разве мы можем обойтись без этих прав? هل يوجد وقت نقول لا نحتاج العقل؟ Неужели мы можем сказать, что мы не нуждаемся в разуме? هل يوجد وقت لا نحتاج النفس البشرية؟ Или то, что мы не нуждаемся в человеческой жизни? هل يوجد وقت لا نحتاج إلى حماية الأعراض والنسب؟ Или то, что надо оберегать свою честь и происхождение? هل يوجد وقت لا نحمي الأموال الخاصة؟ Или то, что касается оберегания имущества человека? هل يوجد وقت لا نحتاج إلى الدين؟ Или то, что человек не может обойтись без религии? إذا شعار الإسلام حماية هذه الخمسة. Поэтому девизом ислама является обеспечение вот этих 5 прав человека. فأصبح خاتم الأديان وصالحا لكل زمان ومكان. И поэтому именно ислам является последней религией, которая подходит для всего человечества. شكرا لكم وأعتذر عن الإطالة. Прошу прощения за то, что я отнял у вас время. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Я бы сказал, что очень повезло нашей секции, потому что мы смогли с вами послушать такого статусного, уважаемого профессора. Поэтому не всегда у нас получается такая возможность, чтобы мы слушали вот такое выступление, очень интересное. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте уважаемому профессору вопросы. И я думаю, что он будет отвечать на них. Есть вопросы? Если нет, то у меня есть эти вопросы. Вот было сказано о том, что со смертью посланников, пророков завершался и их шариат. Умер Муса. Но, как мы знаем, на этом не закончился, возник иудаизм. Умер Иисус, в смысле Всевышний забрал его к себе, но на этом его шариат тоже не закончилось, возникло христианство. Как это объяснить? Спасибо. أولا موجود في التوراة والإنجيل أوصاف هذا النبي بدقة، وموسى وعيسى كلهم بشروا قومهم بمجيء محمد. Как в Талмуде, так и в Евангелии содержатся точные сведения об этих пророках, и то, как Моисей, так и Иисус сообщали в своих писаниях и своим народам о том, что придет последний посланник, которого будут звать Мухаммад. وأمروا قومهم أنه إذا جاء هذا محمد، هذا موجود في التوراة والإنجيل، اتركوا ما أنتم عليه واتبعوه. И поэтому они повелевали своим народам, что когда придет этот последний пророк, то оставьте то, к чему я вас призывал, и последуйте за ним. فالذي حصل أنه هناك من أحبار اليهود أو كبار النصارى سابقا حرفوا ما في التوراة والإنجيل بأوصاف محمد وحذفوها. И по истории мы знаем, что ученые мужи иудейские и христианские вычеркнули, удалили эти места, где содержались точные сведения описания внешности пророка Мухаммада, и эти места были удалены из Писания. لكن لا زالت في مصادرهم القديمة موجودة لكن لا يخرجوها للناس. Но эти старые свитки, которые дошли до наших дней, они воочию их не показывают, но эти описания пророка Мухаммада содержатся в этих писаниях. يعني إنجيل برنابا موجود فيه أوصاف النبي لكن لا يطبع ولا يوزع Как вы للناس. знаете, Евангелие от Варнавы сохранится, но хранится, там есть описание пророка Мухаммада, но широкого распространения среди людей не получает. ولأن التحريف في التوراة والإنجيل حصل كثرت النسخ. И так как происходили эти искажения и удаления из основных текстов Писания, поэтому очень много стало Евангелий и Талмуда. يعني مثلا الله أنزل إنجيل واحد. А на самом деле Евангелие было одно. الآن إنجيل برنابا، إنجيل متى، إنجيل لوقا، إنجيل كيف؟ كم أنزل الله كم إنجيل؟ И теперь мы видим, что Евангелие от Варнавы, Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки и так далее,
как Аллах же не спасал всего лишь одно Евангелие. ولذلك الإسلام لم يكرههم على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين. Конечно же, ислам не призывает принудить их принять эту религию. ونحن نحترمهم Мы с почетом и уважением относимся к ним. ولا نؤذيهم، Никакого вреда к ним не должны причинять. نساعدهم، Наоборот, должны им помогать. نزور مرضاهم، Если они болеют, посещать их больных. نتعايش معهم، Совместно с ними сосуществовать и проживать. ولا نؤذي إلا من قدم لنا الأذى دفاعا عن أنفسنا. То есть ни в коем случае никакого вреда не приносим. Если только нас хотят убить, то мы защищаем свою жизнь. وهذا هو الغاية من تشريع الجهاد والقتال، ولصد من يعتدي علينا. То есть это и есть является предписанием священной борьбы джихада только для защиты человеческой жизни. Шукран, очень исчерпывающий, доскональный ответ, я очень доволен. Пожалуйста, еще один вопрос. Я тоже хочу поблагодарить уважаемого профессора за его участие. И я тоже считаю, что я очень глубоко счастлив слушать вас, столь уважаемый, компетентный доклад и такого ученого. Я хотел бы уточнить вопрос вот такой. Означает ли вот сказанное, что, допустим, со смертью Моисея, допустим, ушел его шариат, и с тем, как Иисус забрали, значит, на Аллах забрал, то есть закончился его шариат, означает ли это, что с уходом этих великих пророков, то есть, скажем, то писание и то послание, которое они принесли с собой, было искажено, и поэтому только и на основании этого уважаемый докладчик сказал о том, что их шариат прекратил свое существование. وكما ذكرتم أن هذه الشريعة موسى وشريعة عيسى انتهت بعد موتهم ورغم كما ذكرتم بسبب أنهم حرفوا وبدلوا ما في هذه الكتب والأناجيل والتوراة. ما هو السبب؟ نعم، هذا السبب لأنه حتى كان في المدينة المنورة 3 من قبائل اليهود. Да, это является той причиной, потому что даже если мы смотрим, в Медине проживало 3 иудейских племени. ليس داخل المدينة، في أطراف المدينة. А не в самой Медине, а на окраине Медине, Медине они проживали. القبيلة الأولى بنو النضير. А первое племя это Бану Надыр, والقبيلة الثانية بنو قينقاع. второе Бану Кайнука, والقبيلة الثالثة بنو قريظة. и третье племя Бану Курайза. فلما جاء النبي محمد من مكة إلى المدينة عمل معهم معاهدة. И когда пророк Мухаммад прибывает в Медину, он заключает с ними мирные соглашения. لا أحد يعتدي على أحد، لا أحد يكره أحد. Чтобы никто против никого никаких боевых действий не устраивал и вреда не причинял. ولكن هم بدأوا لما رأوا النبي وأوصافه ذهبوا إلى التوراة وبدأوا يغيرون حتى قومهم وأتباعهم لا يؤمنوا به. И как раз когда они убедились, что действительно описание пророка совпадает с тем, что содержится в их Евангелиях, они тут же начали искажать эти тексты и удалять их для того, чтобы их племена не последовали за ними. ولم يكتفوا بهذا، ليتهم اكتفوا بالتحريف. Они этим не ограничились просто удалением этих текстов. لكن بدأوا يتآمرون ضد المسلمين، يعني يتفقون مع مشركين مكة ليسهلوا لمشركين مكة الهجوم على المسلمين في المدينة. Помимо этого они стали сговариваться с многобожниками Мекки для того, чтобы напасть вероломно на мусульман. فلما ثبتت خيانتهم، И когда уже прояснилось их يعني هم الذين بدأوا بنقض العهد. то есть они первые нарушили этот договор, وأيضا لم يقاتلهم النبي. но несмотря на это все равно не сражался, не воевал с ними. فأخرجهم من المدينة وأسكنهم خيبر تبعد 140 كيلو عن المدينة. Он просто их переселил в Хайбар, который находится на расстоянии 140 километров от Медины. حتى يبعد شرهم عن المدينة. Для того, чтобы удалить их зло от мединцев. ولكن أيضا لما ذهبوا إلى خيبر بدأوا يتآمرون على المسلمين. Но несмотря на это, даже в Хайбаре они продолжили свои сговариваться с многобожниками. وهذا تقريبا بعد 6 سنوات من الهجرة، 6 سنوات، السنة السادسة من الهجرة ذهب إليهم واستولى على خيبر حتى يحد من نشاط اليهود الذي يؤذي المسلمين. Где-то в 7 году хиджры пророк Мухаммад завоевал эту территорию для того, чтобы обезопасить мусульман от зла, которые затеяли эти племена. ذلك تسمعون بخيبر كان يسكنها اليهود. Да, как вы знаете, вот именно в этом городе проживали еврейские племена. وهم الآن إسرائيل تقول نحن حدودنا إلى أن نصل خيبر.
И поэтому до сих пор израильтяне говорят о том, что наша граница должна проходить на, где вот город Хайбер находится. А может еще, извините, еще один. Означает ли это, что шариат Мусы закончился, когда иудеи нарушили завет вот этот? То есть с приходом, допустим, Исы или с приходом, допустим, Мухаммеда? Или иудеи нарушили завет, то есть шариат, сразу после ухода, ну, после того, как умер Моисей? Они во времени его даже нарушают. وكيف حرفوا وتركوا دينهم يعني اليهود دينهم في حياتهم او بعد موته؟ لا بعد موتهم حرفوا، يعني بعد موتهم. السبب لأن قيادات اليهود كانوا يأخذون النقود من أتباعهم. Сразу после ухода этих пророков они начинали уже искажать эти священные тексты, потому что они получали с прихода деньги. فعرفوا إذا حرفوا ستبقى النقود تأتيهم. И они знали, если они изменят священные тексты, то деньги будут поступать им. لكن إذا أبقوا أوصاف النبي محمد بالتوراة سينصرف الناس إلى محمد. И они знали, что если эти описания останутся, то люди обратятся, и эти денежный поток прекратится уже. ويفقد النقود. И потеряют они свои средства. فالله قال اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني باعوا التوراة بالنقود. И поэтому Всевышний так и говорит, что они продали знамение Аллаха за низкую цену, то есть они продали Талмуд за деньги. ولذلك كان موسى ينادي قومه تحببا يا قوم، وإذ قال موسى لقومه. И поэтому Моисей всегда с любовью обращался, он говорил: «О мой народ». لكن عيسى لم يقل لقومه، قال يا بني إسرائيل. Но Иса обращался по-другому, он говорил: «Сыны Израилевы». السبب أن موسى له أب عمران هو أيضا من القوم. Потому что у Моисея был отец Имран, он из иудеев. لكن عيسى ليس له أب إذن وليس من القوم، فقط عنده أم. А у Иисуса не было отца, он уже не представитель этого народа. فكان يقول يا بني إسرائيل. И поэтому он обращался к ним сынами. ما في آية بالقرآن تقول عن عيسى يا قومي. И никто, ни в одном аяте вы не найдете, чтобы он обращался к людям: «О мой народ». لأن الإنسان ينسب إلى قومه عن طريق الأب وليس عن طريق الأم. Потому что национальность человека происходит только от его происхождения по отцу. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо, да. Спасибо, было очень интересно.